соответствии с правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на территории Республики Саха-Якутия проводится месячник по охране весенне-нерестующих видов рыб. В нерестовый период установлен запрет на применение сетных орудий лова рыбаками-любителями. Данные меры ежегодно вводятся в целях сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов, а также усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб. В этот период запрещается всякое промышленное рыболовство. Ленинское территориальное управление Росрыболовства сообщает, что в соответствии с пунктом 37 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна запрещается использование сетных орудий лова для добычи вылова в период нереста весенне-летних нерестующих видов рыб. С 25 мая по 25 июня в Анабарском, Алекминском, Булунском, Жиганском, Усьянском, Абыйских улусах и в Алайховском улусе, кроме русла реки Индигирка, а в Нижнеколымском улусе, кроме русла река Колыма. С 15 мая по 15 июня в остальных улусах и на административной территории, подчиненной муниципальному образованию, город Якутск. А также, согласно пункта 36 правил рыболовства, запрещается добыча вылова тайменя, линька, хариуса в реках с притоками всех порядков и озерах Республики Саха-Якутия. В Анабарском, Оленёкском, Булунском, Жиганском, Усьянском, Нижнеколымском, Алайховском и Абыйском улусах с 25 мая по 25 июня. В остальных районах, улусах и на административной территории города Якутск с 20 мая по 20 июня. На территории Республики Саха-Якутия все магистральные реки с их притоками, впадающие в море Лаптево и Восточно-Сибирское море, являются местами нереста и миграционными путями весенне-летних нерестующих видов рыб. Также сообщаем, что нарушители указанных требований правил рыболовства будут привлечены к административной либо уголовной ответственности. Для тех, кто упорно не внемлет советам и предостережениям правил, предусмотрена материальная, административная и уголовная ответственность. Улов и запрещенные снасти конфискуются. На нарушителя накладывается крупный денежный штраф. Кроме того, органы рыбоохраны имеют право предъявить иск за ущерб, причиненный незаконным ловом. Злостные нарушители привлекаются к уголовной ответственности. Сейчас идет период месячника с 15 мая по 15 июня. Сейчас в этот период запрещается использовать сетные орудия лова. Навигация закрыта, значит, использование маломерных судов пока запрещено. Значит, рыбаки могут у нас рыбачить сейчас в данный период удочками, донками, с закидушками, установлены правилами наши. А запрещается использовать сетные орудия лова. За то, что граждане будут находиться с сетными орудиями лова, предусматривается административная ответственность. В период месячника для тех, кто нарушает правила рыболовства, меры будут приниматься очень жесткие. Сейчас хочу сказать, что новые таксы исчисления ущерба за причиненным водным биоресурсам у нас по сибирскому осетру за один экземпляр, независимо от размера и веса, у нас будет 160 456 рублей. Так что любители осетринки покушать, ребята, имейте это в виду, что лучше взять путевочку после месячника или там на закидушке. Путевки у нас спокойно реализуются, значит, главвыводом. Путевочка дается на 10 дней. Так что лучше возьмите путевочку, чем будем платить такой большой штраф. Значит, Нельма у нас 10 811. Хариус, Чирмуксун, каждый экземпляр 3640. Потом идут гольцы, ленок, омуль, арктический сик, пыжьян, петь, мальма, хариус, щука. Значит, раньше была у нас ценник по этим рыбам 250 рублей, сейчас у нас 925 рублей. Так что за один экземпляр, самое главное, что если посчитают вам, это количество мало не будет. То бишь, или возбуждение уголовного дела, или очень большой будет крупный штраф. Налим, значит, ясь и ряпушка за каждый экземпляр по 500 рублей. Валек, плотва, елец, карась, тугун, окунь пресноводный
у нас будет предусматриваться по 250 за один экземпляр. 250 рублей один экземпляр. Ну и другие пресноводные рыбы, значит, там, которые не вошли в перечень, это будет по 100 рублей. Но это у нас получается уже, вот период месячника, это у нас уже запретный период. Значит, в соответствии с федеральным законом о сохранении водных ресурсов, дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100% таксы. Значит, за каждый килограмм икры осетровых рыб, дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100% таксы за экземпляр осетровых рыб в соответствии вида подвида. За каждый килограмм икры лососевой рыбы 50% таксы за экземпляр лососевой рыбы соответствующего вида подвида. В период месячника осетра можно ловить только на закидушке, и то на любительских отведенных участках. Значит, по путевкам, путевки выдают у нас. По осетру выдают путевки. Ну, значит, запрет также распространяется на озера весенне-летних нерестующих видов рыб и для любителей поймать карася. Значит, на озерах разрешается у нас устанавливать в летний период, значит, 2 ставных сети, чья должна быть не менее 40 миллиметров на гражданина. Но это не говорит, что 2 сети, они могут устанавливаться в связку. Должно быть строго ставиться сеть друг от друга, независимо в ширину или поперек, 100 метров должна друг от друга стоять. Ну и, значит, норма вылова по суточной составляет 250 экземпляров, но у нас она не должна превышать 3 суток, так что сами могут посчитать. Получается у нас вылов карася 750 экземпляров разрешается, но суточная норма не должна превышать 3 суток. Значит, хочу просто сказать, что надо относиться бережно к нашей природе, чтобы нашим потомкам та же рыба оставалась, не всю ее выловили. Под запрет на вылов водных биологических ресурсов на территории Республики Саха-Якутия подпадают все магистральные реки с их протоками, впадающими в моря Лаптевых и Восточно-Сибирское, так как они являются местами нереста и миграционными путями осенне-зимних видов рыб. В эти периоды запрещается передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и ее притокам на всех видах маломерных судов с применением подвесного лодочного мотора. Также иметь на борту плавучих средств сетные орудия лова на местах, на рыбопромысловых местах и местах добычи. В Федеральном государственном бюджетном учреждении Главрыбвод вы можете брать любительские путевки на осуществление любительского лова. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации введена суточная норма вылова водных биоресурсов для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства. Также установлен объем вылова в пределах 3 суточных норм вылова при пребывании на водном объекте более 2 суток, за исключением нельмы, тайменя и муксуна, добыча которых разрешается в размере не более 1 суточной нормы. Правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна утверждены следующие суточная норма вылова водно-биологических ресурсов. Также есть в суточной норме разделена на группы. На примере города Якутска и городского образования Жатай суточная норма вылова утверждена следующим образом. Нельма – 1 экземпляр, таймень – 1 экземпляр, ленок – 1 экземпляр, омуль – 3 экземпляра, щука 5 экземпляров, окунь 15 экземпляров, елец 20 экземпляров, карась 250 экземпляров. В случае пребывания на водном объекте более 2 суток разрешается добыча водно-биологических ресурсов в размере не более 3 суточных норм, за исключением нельмы, тайменя, муксуна, добыча которых разрешается в размере не более 1 суточной нормы. В случае превышения суточной нормы водно-биологических ресурсов
добыча, вылов прекращается. Для сохранения рыбных богатств нашей республики, для будущих поколений, для наших детей и внуков необходимо соблюдать установленные правилами рыболовства ограничения и не омрачать себе жизнь их нарушениями. Ловите рыбу на здоровье, но и о правилах не забывайте. Это наше общее дело, чтобы рыба в реке была. Ведь любой рыбак заинтересован в том, чтобы можно было рыбу поймать не только сегодня, но и завтра, и послезавтра. И не только он ловил, но и его дети и внуки. Поэтому это наше общее дело, чтобы следить за тем, чтобы рыба в реке была. В принципе, для этого немного требуется. Соблюдать правила рыболовства. Дать рыбе отнереститься, не превышать уловы, то есть нормы вылова, да, не ловить молот. Не так много. Рыбак, любитель, для него, в общем-то, основное и главное, что главное процесс. И ловить, вытаскивать маломерную рыбу, которую потом кошкам отдавать, смысла нет никакого. Ведь в дальнейшем, когда эта рыба вырастет в нормальный трофейный экземпляр, ведь гораздо приятнее будет и самому рыбаку. Поэтому убедительная просьба к рыбакам любить. Соблюдайте правила рыболовства. И тогда встреча с инспектором для вас, собственно говоря, ничем плохим не закончится. Любой рыбак может внести вклад в это дело. Если сейчас, особенно по весне, посмотреть на берега рек, мы что увидим? Мусор. Все кусты затопленные, все трава затопленная, это места нереста весенне нерестующих рыб. Если мы не будем их загрязнять, если мы не будем устраивать из берегов свалки, рыба будет нереститься гораздо лучше. И, соответственно, промвозврат, то есть запасы будут увеличиваться. Если каждый рыбак не будет оставлять за собой мусор, это уже будет большой вклад в воспроизводство рыбных запасов. Поэтому большая просьба к рыбакам: убирайте за собой мусор, не засоряйте берега. Это будет приятно и вам в следующий раз приехать. И самое главное, что это уже скажется на запасах рыбных ресурсов. На территории Республики Саха-Якутия идет период месячника по охране весенне нерестующих видов рыб. Запрещается использовать сетные орудия лова и маломерные суда. С 15 мая по 15 июня в центральных улусах и на административной территории городского округа город Якутск. С 25 мая по 25 июня в северных улусах. Нарушители указанных требований правил рыболовства будут привлечены к административной либо уголовной ответственности. Горячая линия управления рыболовства 710 668 36 1506. Каждую неделю телепрограмма «Точка взаимодействия» во вторник и четверг в 21:15 и в субботу в 14:15. Актуальные темы свободного СМИ. На телеканале «Россия-24» вся Якутия. На YouTube-канале «Округ ТВ» вы можете увидеть то, что пропустили.